Часы приема. Qabul ituv soatlari. Педиатры увеличили часы приема из-за карантина. Karantin sababli bolalar tabiblari qabul ituv soatlarini orttirdi. Педиатры увеличили часы приема из-за карантина. Karantin sababli bolalar tabiblari qabul ituv soatlarini orttirdi. Эхо Москвы в Уфе и мусульманская религиозная организация «Ихлас» Кировского района Уфы представляют рубрику «Говорим по-татарски». Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщения прочитаны в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Здравствуйте, мы начинаем разворот на Эхе Москвы в Уфе в студии Лилия Клюковская. Руслан Валиев и Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Всем доброе утро. Сегодня среда, уже середина недели. Градусник немножечко штормит, термометр на улице холодновато, но, тем не менее, наша теплая студия готова принимать ваши сообщения по телефону +7 927 304 10 51. Сегодня у нас все по плану, как обычно. В середине часа выпуск новостей, а после выпуска новостей у нас будет гость Альфред Давлетшин, голос которого вам всегда знаком по рубрике «Говорим по-татарски». И мы с ним сегодня будем говорить о стратегии развития татарского народа. Куда должен идти татарский народ, что значит для Конгресса татар развитие. Вот обо всем об этом и плюс ваши вопросы мы поговорим как раз сегодня после выпуска новостей. Эко мы загнули, да, какая глобальная тема нас ждет во второй части. Кстати, по поводу морозов, как ты считаешь, все на этом или уже... О, нет, я думаю, еще покажет вам... Погода, хотела да, сказать, преподнесет. чью мать, ну ладно. Ну, кстати, о погоде, точнее, о связанных с погодой явлениях, таких как снегопад, мы также сегодня и поголосуем, спросим ваше мнение, но это будет ближе к середине нашего часа, а начнем мы сейчас с обзора прессы. Пресса с доставкой на дом. Начну с газеты «Аргументы и факты». Свежий номер у меня сейчас на руках. И расскажу о том, что здесь есть интересного, на мой взгляд, почитать. Оказывается, у нас в республике не так уж и мало пешеходов, которых ГИБДД наказывает за нарушение правил дорожного движения. Вот ни разу не сталкивался на своей практике с такой. Это если только они лично видят, это не по камерам, да? У нас ведь еще системы распознавания лиц нет? Нет, это еще, конечно же, отсутствует, но здесь аж 28 тысяч человек по республике в 2018 году было привлечено к ответственности среди пешеходов за нарушение ПДД. Эти данные привел Динар Гельмудинов в ответ на запрос редакции «Аргументы и факты». Мне вот интересно, есть ли среди наших слушателей те, кого как-то наказывали? Ну, хотя бы предупреждением. Ты спросишь, есть ли среди наших слушателей те, кто нарушают пешеходное дорожное движение? Я уверен, что есть такие, в общем, да, и мы иногда, наверное, умудряемся, по крайней мере, перебежать дорогу в неположенном месте. Но здесь и приводится, что основной вид нарушения пешеходов — это переход дороги в неположенном месте. Значит, дальше большая статья. Медленно с пробуксовкой. До решения транспортной проблемы в Уфе пока далеко. Опять же, нынешняя ситуация, как вот у нас обстоит дело с автобусами в городе. Что я хотел бы здесь особо подчеркнуть. На днях в правительство республики представлен новый типовой автобус, вопреки выбору общественности, оформленный в стиле башкирского триколора. Кстати, разве это вопреки? По-моему, этот вариант как раз-таки набрал, ну, если не больше всех голосов при голосовании на башинформе, но действительно большое количество. Кстати, на мой вкус, я этот автобус вчера видел на улицах, он не сильно отличается от такой же примерно окраски нефазов некоторых, и в целом выглядит не очень, если честно. Вот голубая окраска автобусов в Москве, она, мне кажется, более симпатичная. То есть, если бы автобусы были однотонными, вот на мой личный взгляд, было бы лучше. Все равно все заклеют рекламу. Ну, да, кстати, тоже вариант. Но не это самое страшное, наверное.
Значит, в ближайшее время переоборудуют все нефазы моложе 2016 года, и, соответственно, все новые тоже будут оборудовать. В них установят турникеты, терминалы для расчета пластиковой или единой транспортной картой, речевые информаторы, камеры, электронные табло, а также маршрутное телевидение. Вот все это, конечно, звучит заманчиво, но я видел репортаж БСТ, как это все работает. Человек, заходя только через переднюю дверь, оплачивает проезд, получает квиток у валидатора, потом этот квиток прикладывает штрих-кодом к турникету, после чего турникет его пропускает в салон. Как, а? По времени. Сказка репка. Сколько это будет занимать времени у пассажиров? Они, видимо, эти автобусы в Сипайлово не планируют запускать. Видимо. Там же штурмом будут брать вместе с водителем. К слову, в той же Москве от турникетов полностью отказались. Пассажиры заходят через все двери выходят и совершенно добровольно оплачивают проезд, то есть подносят к валидаторам свои транспортные карты, свои пластиковые карты, оплачивают, и все нормально. То есть как-то это работает. Не знаю, с турникетами, мне кажется, это вообще дохлый номер, как говорится. Значит, что еще здесь важно отметить? Шурави против душманов. Воинов-интернационалистов в Афганистане вспоминают с ностальгией. Здесь большое интервью с воинами-афганцами об отношении к событиям тех лет. Но опять же, да, этот материал приурочен к 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана, который мы отмечали 15 февраля. Соответственно, этот материал на 3-й странице аргументов и фактов. Я продолжу. Коммерсант пишет, несмотря на морозы, о горячей встрече журналистов портала про Уфу и участкового. Директор уфимской издательской компании «Семь вершин», который владеет порталом про Уфу и газетой «Бонус», Рената Рахимова вызвали на допрос в отдел полиции номер 4 Уфы, а сотрудников редакции попытался допросить участковый, сообщает коммерсант. Интерес к работе журналистов полиции проявился, видимо, вчера вечером. В офис про Уфу пришел участковый, который сообщил, что намерен провести осмотр помещений и допросить журналистов. Ренат Рахимов ему в такой возможности отказал, так как сотрудник МВД не изложил основания для допроса. Тогда Ренату Рахимову была передана повестка для явки в отдел полиции. И, как сообщил главный редактор «Бонуса» Рамиль Рахматов, сегодня глава издательской компании, сам прошлый сотрудник полиции, пошел на беседу с дознавателем. Но так как она не смогла пояснить ему статус для вызова в полицию, он ушел. По предварительной информации издания, полиция могла заинтересоваться работой редакции из-за заявления, поступившего после публикации материала об одиночных пикетах. Вообще, началось это, получается, позавчера все-таки вечером, а уже дальше продолжение было вчера. Я тоже разговаривал с Рамилем Рахматовым. Действительно, издание, скажем так, подозревает, что истоки этой истории находятся в Адвокатской палате республики, но при этом, скажем так, правомерность действий полиции вызывает вопросы, потому что если все-таки речь идет о клевете, о чем изначально было заявлено, то о клевете должен заявлять конкретно отдельно взятый человек, то есть физическое лицо, а здесь, в общем-то, и заявителя нет. Поэтому к процессуальным моментам есть много вопросов, и, в общем, есть мнение, что это такой элемент некого запугивания. Конечно, это очень важно с точки зрения того, что... Профилактическая беседа, так это называли у нас раньше в 90-х. Ага, вот так вот, да? То есть даже есть такое неформальное название. Ну, в общем, неприятная история, на мой взгляд, по меньшей мере, да, и, конечно же, мы за ней будем следить и дальше. Тем временем есть позитив у нас в правоохранительной среде. Он заключается в том, что, общественнику Сагиту Исмагилову отменен, приговор за перепост в социальных сетях. Кумертауский межрайонный суд Башкирии отменил приговор. По этому приговору осужден был Сагит Исмагилов еще в 2017 году и приговорен к штрафу. Это была первая часть той самой 282 статьи Уголовного кодекса, которая сейчас была частично декриминализирована. Штраф на тот момент составлял 320 тысяч рублей. Дальше Верховный суд этот штраф снизил до 100 тысяч рублей, однако Сагит Исмагилов этот штраф не оплачивал, и вот дождался того, что суд, Кумертауский районный обычный суд, этот приговор полностью отменил. Кстати, речь шла о том, что он сделал перепосты в соцсети ВКонтакте, материалов, которые сочли такими разжигающими рознь, да, и, в общем, эта ситуация, она была довольно-таки подробно освещена в СМИ, в том числе на нашей радиостанции, и вот сейчас эта история, судя по всему, благополучно заканчивается. Горобзор пишет о встрече Ради Хабирова с полпредом ПФО Игорем Комаровым, который обсудил с полномочным представителем различные вопросы
в том числе социально-экономического развития региона, ход подготовки к реализации национальных проектов. Ради Хабиров подчеркнул, что для реализации нацпроектов важно скоординировать деятельность региональных и федеральных структур. Указал на то, что в Башкирии приступили к этой теме, еще не имея финансирования. В частности, если говорить о здравоохранении, то сейчас мы очень плотно занимаемся проблематикой доступности первичной медицинской помощи, ликвидации дефицита медицинских кадров, сказал временно исполняющий То есть обязанности ты хочешь сказать, руководителя. встреча с полпредом в ПФО с Хабировым, она была не посвящена только Сибаю? Она была не посвящена только Сибаю, но при этом я еще хочу рассказать о том, что Минздрав Башкирии прокомментировал случай носового кровотечения у детей в Сибае. Об этом тоже пишет Горобзор. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин опроверг сообщение о том, что состояние здоровья детей в Сибае ухудшилось. На месте постоянно находятся бригады врачей, в том числе аллергологи, пульмонологи, лор-специалисты. На сегодняшний день какого-либо учащения обращения детей к узким специалистам нет. Случаев обращаемости с носовыми кровотечениями тоже не было, говорит он. И издание приводит слова Максима Забелина. Ну и продолжая тему все-таки детей и заболеваний, УФА-1 пишет: грипп и ОРВИ. Из-за заразы уроки в Уфе пропускают 11 тысяч школьников. 5 учебных заведений города закрыты до сих пор. Вчера, по-моему, вчера закончились каникулы, так называемые, в 5 классах лицея номер 96, 107, 100 и 103. Так что, родители, обратите внимание, ваши детки уже каникулы должны были завершить, даже если они продолжают говорить, что у них карантин. Ну и Башинформ пишет вот сегодня с утра, что с сегодняшнего дня прекращен доступ посетителей в стационары больниц. То есть если вы кого-то планировали посетить, то имейте в виду, вас с сегодняшнего дня не пустят, опять же, из-за карантина. Кстати, вот Алексей пишет вдогонку информации про пешеходов. Надо обязать пешехода цеплять на себя индивидуальный госномер, чтобы камера легко могла вычислить нарушителя, предлагает Ой, наш лучше бы отражатели радиослушатель. поставили. Иногда вот действительно ранним утром, когда едешь, Руслан, подтверди, очень сложно увидеть на дороге неожиданно выходящего среди машин человека. И Да, это особенно актуально осенью, да, поздно, когда еще снега нет и рано темнеет, действительно очень сложно бывает. Да, согласен. И, кстати говоря, буквально коротко скажу еще о том, что на ПроУФУ есть репортаж, значит, о доме Бухартовских. Это знаменитое здание по адресу Аксакова, 48, на углу Коммунистической Аксакова, дом с флигелем, да, с балкончиком такой. Здесь репортаж подробный, с фотографиями о том, как все там внутри происходит. К сожалению, дом облюбовали лица без определенного места жительства, все очень грязно, неопрятно, и здание разрушается. В общем, с охранным статусом этого здания вроде все в порядке, то есть есть документы соответствующие, но никто не берется его восстанавливать. Ситуация плачевная, если так будет продолжаться, то город лишится одного из своих символов, по сути дела. На многих открытках старых советских еще этот дом регулярно публиковался. Так, ну что, обзор прессы мы закончим, и сейчас предложим вашему вниманию фрагмент программы «Персонально ваш». Вчера в нашей студии в гостях был политик Айрат Дельмухаметов, и, конечно же, мы обсуждали в том числе ситуацию вокруг Сибая. Как это мэр Сибая не виноват, если активная фаза горения середины ноября идет? И в соответствии с 42-й Конституцией России власть обязана предоставлять достоверную информацию об экологической ситуации. Когда есть угроза здоровью народа, а народ является высшим источником власти. И вот этот мэр, он всячески скрывал. Скрывал почему? Потому что, конечно же, он работает в сговоре с этой крупной компанией, он ставленник определенных бизнес-сил, и в его шкурных интересах было все это замолчать, что он и делал. И только под давлением общественности вот эта информация стала выходить наружу. Когда мне говорят, что это все образовалось само собой, извините, Ради Фаритович у нас был третьим или вторым лицом в нашей республике, тогда еще в государственном образовании, был руководителем администрации целого президента. И именно в этот момент, в 2004-2005 году, республика полностью потеряла контроль над этими производствами. То есть в 1992 году, выполняя волю башкирского народа, которую башкирский народ выразил на 6-м самом демократичном всебашкирском ЕЕНе, который прошел в декабре 1991 года, и Рахимов эти наказы в 1992 году вынужден был выполнять, а республика забрала под свою юрисдикцию все стратегические производства.
А когда общество, когда сам башкирский народ заснул летаргическим политическим сном, и до сих пор он не может проснуться, под этот сон высшие руководители, а именно Рахимов, Байдавлетов и Хабиров, передали весь контроль, который находился у республики, Искандару Махмудову. Это было абсолютно не бескорыстно сделано. Башкирия по своему историческому пути, как и Татарстан, имела больше всего возможностей для своей экономической самостоятельности, сохранения. Но из этого ничего не создали, не сумели. То есть не было элементарно создано того же республиканского холдинга, который объединял бы вот эти все зауральские производства и карьеры. Просто отдали, потеряли контроль. И, естественно, когда говорят, что Хабиров тут вообще ни при чем, ну, извините, кто тогда при чем? Хабиров – это классический чиновник. Как он может быть политиком, когда 27 сентября он выступал с лекцией в РГГУ, еще не мечтал о том, чтобы возглавить республику? Смотрите, между тем он извинился за главу того же самого Сибая, Авзалова, а тот продолжает еще работать. Не политическое ли это заявление все-таки? Ну надо же, а он извинился за мэра Сибая. Вообще, до какой степени политической деградации мы вообще дошли? Вот что произошло? Такие вещи, во-первых, вот начну с мэра Сибая, как бы говорить вообще непозволительно. Как говорил Толеран, так думают, но так не говорят. Как ты можешь об этом говорить своим гражданам в такой момент еще? Тем более, что ты трижды не прав. И такой лексикон применяет. Хабиров, он что, не такой? Он сам, будучи руководителем администрации, тех людей, пенсионеров, которые эта власть ограбила в 2005 году, которые пришли просить ответа у своего правительства, он называл бабуинами. Это самое мягкое из тех слов, которые он употреблял. Разве Хабиров мгновенно отреагировал на эти слова мэра Сибая? Да он его прикрывал до последнего. А что заставило отреагировать? Так опять его чиновничья сущность. Если бы Песков не отреагировал, то есть это же пошло на уровень метрополии, об этом стали писать все российские СМИ, пресс-секретарь президента, перед которым так не хочет Хабиров краснеть, пресс-секретарь, то есть его говорящая голова за Путина, сказали: вы что там творите? Разве можно такие вещи позволять? Песков о чем сказал? Ну, что мы пытаемся сделать рейстайлинг нашей, людоедской власти, показать, что мы якобы человечные. И в этот момент вот такие подчиненные господина Хабирова такие вещи говорят. Поэтому он вынужден был отреагировать. Он вынужден был извиняться. И я, кстати, совершенно не удивлюсь, если мы же все подноготно не знаем, что был звонок, и его заставили это сделать. Зная вот Хабирова, он за себя-то не извинится. Не то, что за других. Без всяких оскорблений, сам мэр Авзалов, он баран, жертвенный баран в данном случае. Понятно, что его дни сочтены. Он будет принесен в жертву, поэтому, собственно, его и держат, чтобы кого-то было принести в жертву. Потому что, по большому счету, вот за этот Сибай надо веревочку тянуть, и всех, кто с самого 2004 года причастен вот к этому, отправлять в отставку. Это как минимум. Правильно ли я вас понял, что Ради Хабиров более искренен был вот как раз, когда он жестко высказывался в адрес активистов, которые планировали митинг в Сибае, нежели тогда, когда он извинялся за мэра Сибая? Ну, конечно же. Вот там он был сам собой, как он есть. Человек вообще без всякой агрессии какой-то вот из толпы просит его разрешения, вышел, он его перебивает, ведет себя по-хамски вообще, разговаривает. Какой митинг? Вас никто не боится? Ему кто-то разве говорил, ему кто-то угрожал? Боится, не боится? Откуда вот этот врожденный генетический страх? Я-то примерно знаю откуда. Это вот с того самого 26 марта 2005 года. Глубокая психологическая травма, когда фактически работники милиции-то его вытолкали. Иди реши вопрос, иначе вот эти... Ну, ведь обошлось тогда. Он действительно вышел, поговорил с людьми, и вроде как опыт положительный был. Опыт положительный был бы в том случае, если уж такое дело произошло к окнам вашей мэрии, пришел народ, прятаться не надо. Вы выйдете к народу, постарайтесь вести себя нормально. То есть Хабиров как тогда вышел? Он начал что-то мычать там по поводу федерального правительства, по поводу провокаторов. В сущности, терминология-то не изменилась. Что в 2005 году он говорил про нас, что мы провокаторы. То есть власть ограбила пенсионеров, а мы провокаторы. То есть мы оппозиционеры, которые возглавили этот митинг и привели. Здесь то же самое. Виновата колониальная система, виновата власть, олигархат, а он о провокациях говорит рядовым жителям Сибая. Без провокаций, давайте тут, больше 3 не собираться. То есть такая полицейщина в мозгу. Надо выйти к народу, надо выслушать, надо постараться как-то решить проблему, возглавить хотя бы этот протест. У них, конечно, это не получится. Подвесить эти вопросы метрополии, потому что сам он не может решить. У них как? Они выходят, всем своим видом демонстрируют презрение, пренебрежение к тому самому народу, источникам власти, которые они являются.
Полная версия программы «Персонально ваш» с Айратом Дельмухаметовым у нас на сайте уже есть, эхо-msk-уфа.ру, а также в социальных сетях и на нашем канале в Ютубе. Смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки и вступайте в дискуссии. Мы это очень любим. А сейчас вот о чем хотелось бы успеть проголосовать еще за 3 оставшиеся минуты до перерыва. Дело в том, что у нас вот закончились, так скажем, обильные снегом покрытые дни, да, город до сих пор еще, в общем-то, не везде убран от снега, и на эту тему много дискуссий у нас проходит, прежде всего, в социальных сетях. Я напомню, что на прошлой неделе в гостях нашей студии был бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который в целом положительно отозвался о том, как Уфа выглядит с точки зрения уборки снега. Он сказал, что по технологии, в принципе, все так и должно делаться. Да? То есть сначала снег откатывается по бокам, потом, значит, складывается в некие Ройзман, такие... видимо, во дворы-то не заезжал. Ну вот дворы, да. К сожалению, на тот момент, пока мы с ним общались, он ехал только по городу. Ульфат Мустафин вчера пост опубликовал, глава Уфы, на тему того, сколько у нас техники, сколько людей задействованы в уборке снега. Поэтому давайте мы, дорогие друзья, сейчас, положа руку на сердце, попробуем проголосовать и сделать какой-то такой промежуточный анализ. Зима заканчивается. И, на ваш взгляд, ситуация с уборкой города от снега следующая. Если вы считаете, что городские власти и коммунальщики делают все возможное, работают на пределе возможностей, то есть, в принципе, молодцы. Да, есть объективные сложности, но вам кажется, вы видите, что они стараются. Голосуйте по номеру 262-72-47. Если все-таки для вас очевидно, что власти не дорабатывают, в этой ситуации, которая у нас сейчас есть, можно было бы поступать иначе, работать более эффективно, 262-72-48. Голосование. Процесс пошел. При всех сложностях все-таки вы считаете, и вам очевидно, что власти Уфы, коммунальщики конкретный ЖЭУ, да, который убирает ваш двор, работают нормально, молодцы. Да, есть сложности, да, много снега, да, за неделю там справиться невозможно, но в целом все-таки молодцы. Вы ставите им зачет 262-72-47. Нет, все-таки зачет вы ставить не готовы. Для вас очевидно, что люди не дорабатывают. Могли бы это делать более эффективно. 262-72-48. Лиль, я так понимаю, Я соседский чат просто вчера вспомнила. У нас во дворе вчера 2 трактора пытались убрать снег, а потом вечером соседи рассуждали на эту тему. А почему у нашего 4-го дома плохо убрали снег, а у 6-го хорошо? Там что, министр ЖКХ живет? И вот эти вот обсуждения соседей, они всегда вызывают некую улыбку в отношении оценки. Мне просто пока есть чем сравнить, вот просто именно после поездки в Тобольск, где снег убирают до асфальта, а потом еще и подметают, и там везде черные уже дорожки. Это Сибирь, на минуточку. Поэтому я думаю, что здесь люди-то работают. Мне жалко тех, кто физически работает. Там еще реагенты не используют, да? Там не используют, там очень чисто. Ты заходишь куда угодно, у тебя всегда за тобой просто мокрое пятно снежное остается, а не грязно-песочное. Люди работают. И я хочу оценить, что люди работают. Техники действительно недостаточно. Угу. Ну что ж, друзья, давайте все-таки мы продолжим голосование во время перерыва на новости. После этого подведем итоги. 262-72-47 за уборку снега городским властям и коммунальщикам вы ставите зачет. 262-72-48 нет, зачет вы не ставите. Продолжаем голосование. Возвращаемся в студию после новостей. Половина 8 в Москве. На Эхе новости, в студии Ирина Кучеренко. В Петербурге госпитализировали 11 школьников после пробы на туберкулез. Вакцинацию проводили в школе номер 72 Калининского района, написала в Твиттере вице-губернатор города Анна Митянина. По ее словам, в настоящее время 4 ребенка остаются под наблюдением врачей в удовлетворительном состоянии. О случившемся уже сообщили в Роспотребнадзор и Росздравнадзор. Проводится проверка. В Роспотребнадзоре сказали, что в ходе расследования выявлены нарушения транспортировки и хранения иммунобиологических препаратов. Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию. В Кремле заранее не анонсировали вероятные темы. Сам президент во время своих встреч с профессиональными сообществами в последние недели говорил, что звучащие во время этих дискуссий предложения могут быть учтены при подготовке документа. Не стоит ждать от этого послания чего-либо достойного внимания, сказал в эфире «Эхо» политолог Станислав Белковский. Когда Владимир Владимирович аннексировал Крым, он был просто красавец. Понимаете, было видно, что он просто влюблен в эту историю.
историю, он просто царил и парил, и источал харизму и все такое. Но, как правило, этого в остальных случаях этого не было, потому что ему было неинтересно. Когда Крым интересно, да. Судя по тому, что он перенес послание, да, прошлого года на это, ему нечего сказать. Он будет скучный. Занимается он тем, что он окончательно уверовал, на мой взгляд, что он величайший диктатор и правитель мира. А поскольку, когда ты становишься самым великим диктатором мира, а тебе уже остальное все становится неинтересно. Отмечу, что в связи с проведением церемонии в центре Москвы с раннего утра и до окончания мероприятия будет перекрыто движение по ряду прилегающих к гостиному двору улиц. Родственники Сергея и Юлии Скрипаль просят признать их пропавшими без вести. Заявление в полицию по месту жительства Юлии в Москве подано от имени матери экс-полковника ГРУ, сообщила ТАСС племянница бывшего российского разведчика Виктория Скрипаль. О намерении обратиться в полицию она говорила еще в конце января. Виктория пояснила, что в последний раз слышала голос двоюродной сестры почти полгода назад. Минэкономики предложила стимулировать экспорт в сфере культуры. Налоговые льготы могут быть предоставлены компаниям, которые успешно продают фильмы и сериалы за рубеж на сумму не менее $1 миллиона. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект ведомства. Издание указывает, что из 43 экспортеров продавать продукцию за рубеж на такую сумму могут лишь несколько компаний. Среди других возможных мер поддержки – покрытие части расходов за перевод фильмов на иностранные языки, страхование от потенциальных исков по авторским правам, а также возврат части затрат для иностранных компаний, которые занимаются съемками в России. По мнению авторов идеи, это привлекло бы в страну крупные проекты. В Москве сегодня переменная облачность, небольшие осадки, днем плюс 2-4 градуса, сейчас в столице минус 1. Ирина Кучеренко, служба информации «Эхо Москвы». 3, 2, 1... Реклама. Владимир Цыбенко, финансовый эксперт инвестиционного холдинга «Финам». В Уфе с открытым семинаром «Секрет успешных инвестиций». Инсайдерская информация о том, во что лучше вкладывать в 2019 году. 28 февраля. Запишитесь. 216 11 22. ООО «Финам РБ». 18+. Ездите вокруг дома и ищете, где припарковаться? Устали откапывать машину от снега? Хватит мучиться! Есть решение! В новом умном доме на Злобина свой паркинг с доступом для всех жильцов. Паркуйтесь по-умному. Бронируйте квартиры в умном доме с 8-ярусным паркингом. 280 10. 280 10. Застройщик РСК Федерация. Проектная декларация на сайте стройфед.ру. Набор водителей такси. У нас всегда для вас много работы. Служба заказа «Такси Мотор». 2 900 900. Дорогие мужчины, потребительский кооператив «Семейная копилка» поздравляет вас с Днем Защитника Отечества и объявляет акцию. Только с 20 по 22 февраля действует программа «Праздничная». 20% годовых сроком на 12 месяцев. А также дарим банщикам приятные подарки. Минимальная вносимая сумма от 50 тысяч рублей. Максимальная 1,5 миллиона рублей. При досрочном расторжении проценты пересчитываются по ставке 1% годовых. Все услуги предоставляются только членам ПК. Членство повлечет дополнительные расходы. Боевой взнос 100 рублей. Вступительный взнос 20 рублей. Взнос в резервный фонд 20 рублей. Членский взнос 20 рублей в месяц. Подробности по телефону 347 287 1247. Проспект Октября 117. Сегодня гостем программы «Персонально ваш» будет корреспондент «Радио Свобода» Артур Асафьев. Вопросы гостю присылайте на номер +7 927 304 10 51. Слушайте эфир на «Эхе Москвы» в Уфе после 15 часов. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. На «Эхе Москвы» в Уфе новости. У микрофона Юлия Сафина. Здравствуйте. Ради Хабиров прокомментировал требования сибайцев о выплате компенсаций. Это произошло на брифинге по итогам заседания в республиканском правительстве, посвященном ситуации в Сибае. По словам руководителя региона, прежде всего необходимо доказать наличие вреда для здоровья в результате горения в карьере. Но, несмотря на это, каждый гражданин имеет право подавать в суд в установленном порядке, а он уже будет решать. Также Хабиров рассказал, что первый звонок прозвенел в середине ноября. Четкие контуры того, что происходит, начали очерчиваться в середине декабря. У многих складывалось
складывалось ощущение, что это разовая история. Ну а всерьез проблемой занялись 15 января, когда уже было совершенно понятно, что меры, принимаемые на тот момент горно-обогатительным комбинатом, являются недостаточными, сообщает Башинформ. Отвечая на вопрос журналиста, кого винить в ситуации, сложившейся в Сибае, Ради Хабиров сообщил о том, что возбуждено уголовное дело, имеется ряд обращений надзирающих структур в отношении УГОКа и администрации Сибая. В больницах Башкирии объявлен карантин. Это связано с наступлением сезона эпидемического неблагополучия по заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также с целью предупреждения распространения инфекции, сообщает Минздрав Республики. В связи с этим прекращается допуск посетителей в стационары с круглосуточным пребыванием, временно отменяется профилактический прием детей в детских поликлиниках и плановая диспансеризация детей в дошкольных и образовательных учреждениях. Режим работы врачей в поликлиниках Уфы и Уфимского района увеличен до 21 часа по будням и до 17 часов в субботу. Общественнику Сагиту Исмагилову отменили приговор за репост в соцсетях. В 2017 году суд приговорил Исмагилова к штрафу за публичное разжигание межнациональной розни. Он опубликовал в соцсети 2 перепоста, содержание которых, по версии суда, формировало у читателей чувство ненависти и вражды по отношению к татарам. Экстремистскими материалы не признавались. Ленинский суд Уфы приговорил интернет-пользователя к 320 тысячам рублей штрафа. Верховный суд Башкирии позже снизил штраф до 100 тысяч рублей, сообщает «Коммерсант». Кумертауский межрайсуд пересмотрел дело после декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса. Назначенный штраф Исмагилов не платил. Судебные приставы пытались через суд заменить штраф на иной вид наказания, но заседания несколько раз переносились, а в феврале, после освобождения ответчика от уголовной ответственности, производство по делу было прекращено. Экипаж самолета авиакомпании Red Wings, который совершил посадку с горящим двигателем в Уфе, торжественно поблагодарили и наградили. Награды вручал председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев совместно с полномочным представителем республики при президенте Российской Федерации Романом Симандуевым. Напомню, 22 августа прошлого года около 5 утра самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings, летевший из Уфы в Сочи, загорелся в воздухе и совершил аварийную посадку в Уфимском аэропорту. Как выяснилось, у воздушной машины воспламенился левый двигатель. На борту находилось более 200 человек, никто не пострадал. По данным Росавиации, пожар в двигателе самолета произошел из-за разрушения лопаток компрессора высокого давления. Как сообщает пресс-служба Госсобрания Республики, командир воздушного судна Юрий Харьговский, второй пилот Владимир Павленко и бортовой инженер Сергей Лакида награждены орденом Салавата Юлаева, а 4 бортпроводников получили почетные грамоты Республики Башкортостан. Футбольный клуб Уфа потерпел первое поражение на зимних сборах. Второй контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Испании прошел с футбольным клубом «Локомотив» из Тбилиси. Единственный гол в этой встрече забила грузинская команда на 56-й минуте игры. Заключительный контрольный матч на испанских сборах Уфа проведет 23 февраля с московским ЦСКА, сообщает пресс-служба клуба. Напомню, до этого момента Уфа ни разу не проигрывал на зимних сборах. В копилке контрольных матчей только ничьи и победы. В завершении выпуска о погоде. Сегодня в Уфе переменная облачность, слабый ветер без осадков. Температура воздуха от минус 9 до минус 17 градусов. Сейчас за окнами малооблачно, 19 градусов мороза. Юлия Сафина, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет «Уфимский разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в прямом эфире. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте.
Продолжаем разворот на эхе Москвы в Уфе. В студии сегодня Лилия Клюковская, Руслан Валиев и Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Уходя Сима на перерыв... слабо взял и забрал. Да, у нас просто мало времени. Хотелось бы напомнить, что мы голосовали с вами, друзья, и спрашивали, если вы в целом ставите зачет уфимским властям и коммунальщикам за уборку снега, несмотря на все сложности, в принципе, молодцы, стараются лучше, чем раньше. 262 72 47, 262 72 48. Нет, вы не готовы ставить зачет, ситуация очень плохая. Значит, сообщение нам Сергей прислал. С таким пафосом и помпой начинал новый мэр свою работу. В итоге медовый месяц закончился, и все вернулось к привычной картине. В Черниковке так. Сергей прислал нам в Телеграм сообщение. Кстати, тоже присоединяйтесь к этому каналу связи. Довольно удобно. Ну что, подводим итоги и называем цифры. У нас цифры, на мой взгляд, довольно-таки неожиданные. 37% проголосовавших радиослушателей готовы поставить зачет уфимским властям. То есть довольно-таки приличные цифры, да. Могло быть гораздо хуже. 63%, да, все-таки большинство на сей раз не готовы ставить зачет и считают, что ситуация не очень хорошая. Спасибо всем, кто активно голосовал. А сейчас мы перейдем к разговору с нашим гостем. Лилия, представляй. Я думала, сейчас будут эти такие фанфары Никита включит, но Никита ничего не включил. Я хочу представить нашего гостя. Сегодня у нас председатель Совета молодежи мусульманской религиозной организации «Ихлас» города Уфы Альфред Давлетшин. Здравствуй, Альфред. Доброе утро. Голос Альфреда знаком нашим слушателям, поэтому не удивляйтесь. Наш коллега и руководитель движения пришел рассказать о стратегии развития татарского народа. Буквально в ближайшие выходные будет некое мероприятие. Я бы хотела, чтобы Альфред немножечко сначала об этом рассказал. Только сначала, наверное, не о самой стратегии, а что за вообще понятие такое, что оно под собой подразумевает, да? Кто это придумал, ради чего, как это реализуется, вот все вокруг. Ну, действительно, 24 февраля, в это воскресенье ближайшее, в Театре НУР планируется обсуждение стратегии развития татарского народа, обсуждение татарскими организациями местными Республики Башкортостан. Но сама стратегия вообще задумана Всемирным конгрессом татар. Это организация общественная, которая находится в Казани, и объединяет все татарские организации по всему миру. И была задумана еще в прошлом году, что в сегодняшних сложившихся ситуациях вообще то, с какими вызовами сталкивается татарский народ, и какова его должна быть дальнейшая программа, скажем так, развития на будущее, вообще понимание сохранения и развития народа на будущее. Вот в прошлом году это было на Конгрессе рассмотрено, и уже вот этот год посвящен, начиная с января, обсуждение стратегии началось вначале в Республике Татарстан, с районов Татарстана, насколько я помню, в 4 городах и райцентрах по Татарстану. И вот сейчас уже с прошлых выходных обсуждение стратегии ведется уже за пределами Татарстана по городам России. Это был уже вот Екатеринбург и Ростов. Следующий город — это вот наша столица республики, Башкортостан, город Уфа. Сама стратегия, она еще до конца не разработана. Сейчас идет и только ее обсуждение. То есть на местах люди предлагают идеи, которые потом будут саккумулированы, да, на центральном мероприятии, и каким-то образом расписаны. Не могу не спросить, а в Москве планируется свое мероприятие? Все-таки Москва — это крупнейший город. Да, на сегодняшний день, если еще несколько лет назад считалось, что самое большое количество татар проживает в Татарстане, на втором месте это татары в Башкортостане, то в последнее время татары Москвы говорят, что они на втором месте, поскольку за последние годы количество студентов, переезжих в Москву составило уже большое количество. Насколько я знаю, когда... Говорят, что больше миллиона. Среди городов, наверное, все-таки первое место, если с Казанью сравнить непосредственно. С регионом, наверное, меньше, а вот с городом... Я как субъект говорю, да, как город, и, конечно, Насколько я знаю, когда говорили об обсуждении стратегии, вот именно общественными организациями, штаб татар Москвы откликнулся даже первым, да, после Татарстана, которые сказали, что мы готовы обсуждать. Я знаю, что Екатеринбург и Ростов, и вот сейчас у нас будет в Уфе. Альфред, скажи мне, пожалуйста, а в Уфе, вот как они сейчас представлены? Насколько активны нынешние современные татарские организации в Республике Башкортостан? Вот так вот. Какова активность? Если, в отличие от остальных регионов, в большинстве регионов российских, там в краях, областях, как правило, это одна, максимум 2 организации татарские. Конечно же, в Уфе и в Башкортостане, с учетом, что количество татар большое, то и татарских организаций у нас множество. Это такие, как и Конгресс татар Башкортостана, это и организация Сахиб Джамал, Калфак, Берлек,
ну, много-много других еще организаций, поэтому все эти организации приезжают, соответственно, обсуждение в воскресенье будет с их участием. Ну, более того, у нас есть государственный театр татарский, у нас есть в 2 наших госуниверситетах кафедры татарские, поэтому, конечно, мы отличаемся от других регионов, и здесь вопрос, ну, он всегда ставится, что особый там, статус там, татар в Башкортостане вообще на фоне всего татарского мира, скажем так, с учетом, что количество татар, именно отличие Башкортостана в том, что очень большое количество татар в Башкортостане живет в сельской местности, но на настоящий момент по-прежнему село остается основным источником как бы, и национальной интеллигенции, и литературы, поэтому Башкортостан — это особый регион для большого татарского мира. На что большее внимание отражено вот именно в стратегии? Что предлагается? Куда двигаемся? Куда идет татарин? Ну, на сайте Конгресса татар было вначале одна была стратегия, программа, проект. После того, как обсуждение в Екатеринбурге, вдруг появился второй какой-то вариант, да. Но в любом случае оно ставится 2 принципа основных. Это сохранение и нации, и языка, культуры, а второй момент — это развитие его с учетом изменяющегося мира, информационных технологий, урбанизации, глобализации, всех этих процессов. Как суметь и сохранить татарскую нацию, как суметь все-таки определить итоговую идентичность, ее круг как бы основных интересов, и как вот в этом меняющемся мире, современном, быстро меняющемся, суметь вот сохранить свою идентичность, и зачем, для чего необходимо это донести молодому поколению, для чего нужно это сохранять. Что больше всего мешает как раз-таки сохранению татарской нации? Да? Вот, есть уже какие-то определенные болевые точки, которые четко выявлены, да, и, скорее всего, они окажутся вот в итоговом документе? Болевые точки, еще раз, во-первых, это, конечно, глобализация, соответственно, в связи с тем, что идет и урбанизация, во-первых, потеря, круг использования языка национального, он значительно сокращается. Если раньше на бытовом уровне татарский язык сохранялся и как бы позволял хотя бы в быту, в семье использоваться, то на сегодняшний день даже из семейной жизни, из бытовой, он, конечно, вымывается, к сожалению. Даже в сельской местности? Я думаю, даже в сельской, поскольку дети... Проблемы связаны с мультфильмами, вот эти все смартфоны, детские игры, а дети все равно привязаны. То есть дети чаще контактируют уже не с татарским, да, родным, а с русским. Да, все, что связано с мультфильмами и вот с играми, оно все равно уже на русскоязычное, поэтому дети уже, даже не обучающиеся в школе, владеют татарским языком. Это, наверное, еще и причина в том, что с детьми-то мы меньше всего разговариваем, да, я в плане имею в виду, что дети меньше видят родителей, нежели, например, преподавателей, воспитателей, свой круг общения. Мне стратегия не понравилась только в одной фразе. Есть там, конечно, на что я зациклила свое внимание, но мне не понравилась фраза, что до 30-го года, согласно этой стратегии, нужно проявить внимание к приспособлению татар к меняющемуся миру. Я не знаю, кто это писал, потому что, мне стало обидно, да, вот в фразе «приспособление татар». Можно подумать, что это очень сложно было, что мы должны внедриться в какую-то новую среду. И вот устойчивое развитие, в части устойчивого развития, после, наверное, выступления Путина и сохранения языка, эта тема сейчас стала наиболее актуальной. Я знаю, что Альфред в курсе, потому что именно Альфред и клуб дискуссионный Марьям Султановой передавали мне книгу в Сибири. Я встречалась с татарами Сибири. Это огромнейший центр. Я звонила тогда и говорила коллегам своим по клубу, что 2-этажный клуб, огромное количество кружков, курсы каллиграфии, вот все то, что там происходит, у нас, конечно, с этим сложно или нет этому рекламы. Вот наш татарский представитель всегда говорил, в Уфе рекламы мало. Как ты скажешь? Ведь при Ихласе, по-моему, тоже есть какие-то кружки. При Ихласе есть не только кружки, у нас обучение ведется даже религиозным предметом, оно ведется на татарском языке, на башкирском и на русском языках. Есть, конечно, молодой группы для молодых, для детей, это в основном на русском языке, но в любом случае обучение даже религиозным основам ислама, оно есть на татарском языке при желающих, кто желает, без проблем. А уроки каллиграфии в Ихласе все это есть тоже, да. Я не знаю в плане рекламы, но обучение есть татарскому языку. Есть же даже сейчас общественные активисты, которые бесплатно обучают татарскому языку курсы, поэтому и есть бесплатные курсы на базе кафедры татарского языка в БГПУ, поэтому
Я думаю, для тех, кто желает в Уфе изучить татарский язык, проблем с этим нет никаких. А по поводу все-таки отмены обязательного изучения национальных языков, сейчас уже все, как бы руки опустили, и бороться никто не планирует за возвращение этой нормы? Или все-таки надежда остается? Ну, наверное, знаете, что показал? Во-первых, и обучение башкирскому языку в республике у нас, и в Татарстане татарскому, как государственному. Все-таки мы же видим из нашего окружения, что наши дети, обучаясь, изучая этот язык 5, а иногда там кто-то и больше, более лет, не стали владеть все-таки этим языком. То есть это подход сам по себе наверное, неверный. Ага. все-таки, наверное, может быть, какое-то пришло понимание, что сама программа обучения, учебники, методика, материалы, наверное, не соответствуют тому вот изменяющемуся миру, которому нужно адаптироваться до 30-го года. Скажи мне, пожалуйста, а вот стратегию, кто ее оценивать будет? Ну, понятно, что она, вот, возможно, примется после обсуждений в различных регионах, да? Василий Шейхразиев поставит подпись под этой стратегией развития. А кто ее будет оценивать? Кто будет контролировать правильность проведения или деятельности стратегии или татар согласно этой стратегии? Ну, во-первых, разработчиками этой стратегии являются не только общественники организации. Это не они ее пишут. Все-таки это с участием Академии наук Татарстана. Это будет результат какого-то научного труда общего, историков, социологов. Поэтому все-таки я ожидаю, что то, что сегодня есть еще на сайте, какие-то там предварительные проекты этой программы, стратегии, это только проект. Поэтому я думаю, это будет серьезный документ, все-таки с участием профессоров. А кто будет давать оценку, наверное, мы сами должны будем дать эту оценку. А вот насколько обладают разработчики стратегии полномочиями, что ли, чтобы повлиять на власти хотя бы Республики Татарстан, чтобы те взяли на вооружение основные тезисы этой стратегии и что-то стали внедрять? Или это просто вот будет для успокоения души некий документ, вот мы приняли, а дальше там уже пусть разбираются? Ну, на сегодняшний день председателем Национального совета, это вот общественная организация самая большая, является Василий Шейхразиев, он же вице-премьер правительства Татарстана, поэтому я думаю, как раз-таки в Татарстане эта программа, эта стратегия, она будет применяться и внедряться. Встреча Василия Шейхразиева в Уфе с кем-либо из наших руководителей? Да, планируется с утра будет обсуждение до обеда этой стратегии, а после обеда планируется приезд Шейхразиева и делегации из Татарстана, кстати, в мечети Ихлас, ознакомление с деятельностью мусульманской организации Ихлас, а 25 февраля, это в понедельник, планируется встреча на базе Башгоспедуниверситета, татарская кафедра, и, я так понимаю, с представителями правительства Республики Башкортостан. Ага, то есть, возможно, встреча на высшем уровне в том да, числе. Да, я думаю, будет, да. Угу. Так, а вот на сегодняшний день, кстати, с тех пор, как в республике сменилось руководство, вы ощутили какие-то изменения в ту или иную сторону по отношению к татарскому вопросу, скажем, да? Или, в принципе, вот мы как жили ровно, спокойно, и так и продолжаем жить? Ну, мне кажется, никаких изменений, никаких же информационных и поводов, каких-то обсуждений. Не, ну, мало, мне может, кажется, это вот на уровне таком подпольном. Да, нет, не на подпольном уровне тоже ничего такого изменения. Скажи мне, пожалуйста, нынешние современные уфимские татарские общественные организации делают какие-либо предложения городу? Ну вот, например, там, я знаю, что дискуссионный клуб Марьям Султановой проводит различные поездки. Да? Вот недавно вы ездили на родину генерала Шеймуратова. Какие-то предложения, не знаю, там изменение улиц, поставить памятники, еще что-то такое. Что-то делают еще общественные организации? Ну, знаете, появление вообще этого дискуссионного клуба, оно было связано с тем, что вот те форматы, которые были до последнего времени, это же, как правило, ну, там у нас сводится к тому, что сохранение песен, танцев, больше фольклорное такое танцевальное направление, к сожалению, было. Но сейчас вот активисты наши, татарские, уфимские, мы пришли к такому выводу, что все-таки, как и 100 лет назад, основа всего — это просвещение. Даже вот слова пророка есть, что и религия — это наставление. Поэтому наша задача — это наставлять, обучать, к чему-то призывать к хорошему. Поэтому основа всего — это просвещение. Этот клуб имени Марьям Султановой, он и создан для того, что это некая площадка, связанная с просвещением, во-первых, самих себя. И мы планируем и дальше продолжать это направление в плане просвещения. И вот, я думаю, и поездка вот на родину Шеймуратова, мы тоже получили знания. Настолько вот мы много чего не знаем, что где он родился, среди какого народа, среди каких людей он родился, почему именно там вот воспитался такой именно человек. Поэтому, наверное, даже вот
приближающемся, скоро будет 9 мая, весна ведь у нас уже вот-вот, поэтому если школы обратят внимание, что есть вот такой музей буквально в 40 километрах от Уфы, и мы это сможем донести, это уже большой плюс, что это тоже просвещение. А в плане инициатив, вот сейчас до 6 марта объявлен конкурс по переименованию улиц администрации города Уфы. И вот от имени Марьям Султановой мы тоже подготовили заявку, предложение. Она подается, конечно, от физлица, от одного человека мы подаем. Поэтому, вот эта инициатива, в том числе вот это предложение тоже по переименованию улиц. Наше предложение — это все-таки как-то обратить внимание на историю нашей Уфы, нашего народа, и те забытые имена просветителей — это Зия Камали, Мухлиса Буби, Резаидин Фахриддин, чтобы их имена тоже нашли свое отражение в названиях наших городов, наших улиц и парков. Скажите, вот для желающих, поучаствовать в ваших просветительских мероприятиях, это как? Это вот требует денег каких-то, или это все вот бесплатно? Для желающих, для людей с улицы? Это бесплатно, абсолютно. Это абсолютно бесплатно. То есть нужно, грубо говоря, прийти к вам или зайти на сайт, посмотреть анонс мероприятия, и уже можно звонить, записываться. Да, есть и во всех социальных сетях информация, в принципе, есть, поэтому можно связаться с участниками. Есть страница имени Марьям Султановой, но все это делается как серия мероприятий к 160-летию. Насколько я понимаю, клуб планирует даже поездку к месту захоронения в Москве. Я не знаю, успеем мы быстренько сказать или нет. Скажи мне, пожалуйста, вот в стратегии что-нибудь есть в отношении детей, семьи и так далее? Есть моменты, связанные с культурой, что необходимо сохранять преемственность поколений, сохранение традиций. Сказано только про духовность. Кстати, вызвало споры, что нету особо отмечено отдельным пунктом про ислам. Сказано пока только про духовность. Но наверное, это связано с тем, что шейх Разиев, по-моему, заявлял, что все, кто живет в Татарстане, может быть, да. Есть еще отдельная группа татарская, это крещенные татары, возможно, может, с этим связано, поэтому в любом случае дети — это основа, поэтому образование, просвещение детей. Я просто почему на этом вопросе зациклила внимание, потому что знаю, что Татарстан, как ни странно, мы всегда же хвалим Татарстан, а в Татарстане самое худшее положение в отношении детских садиков. То есть? Да, в смысле, количества не хватает? Их не хватает, и они старые свои садики отдали различным судебным приставам, даже телеканалу «Эфир», по-моему, и садиков там не хватает. То есть они понимали, что детей должно быть много, но почему-то эти садики сами же и уничтожили. Так что хоть какой-то есть минус в самом Татарстане, они на уровне Дагестана и Калмыкии, по-моему, идут. Так что у нас с садиками получше. Кстати, Альфред, вы упомянули по поводу крещенных татар. Вот всегда хотел узнать, а каково соотношение, доля крещенных татар от общего количества? Говорят, что их где-то порядка 50, может быть, 100 тысяч. Всего? Да, у нас они компактно проживают в Бакалинском районе. В Татарстане тоже несколько районов, где они проживают компактно. Но это очень активные. Они, во-первых, сумели сохранить и православие, но при этом, сохранив православие, сохранили и язык, традиции. И в Татарстане множество церквей, где богослужения ведутся на татарском языке. Это прям отдельные церкви для крещенных татар? Это в рамках Русской Православной Церкви, но богослужения, книги все на татарском языке. Давайте тогда в завершение эфира напомним, по поводу того, когда у нас в Уфе пройдет и где мероприятие, куда можно обратиться желающим. Все, кто желает, 24 февраля в Государственном татарском театре НУР города Уфы, начало в 10 часов утра. Спасибо большое. У нас в гостях был председатель Совета молодежи мусульманской религиозной организации «Ихлас» города Уфы Альфред Давлетшин. И мы говорили о стратегии развития татарского народа. Если у вас есть свои предложения по стратегии, +7 927 304 1051. Обязательно прочитаем с Русланом Валиевым. Спасибо всем, кто был с нами. Хорошего дня. Спасибо.